Время было смутное, тревожное. Но никто не поверил бы в это, глядя на медленно бредущие по степи многочисленные отары овец с ягнятами, на мирно пасущихся во время перехода коров, на скачущих между караванами и горланящих во всю мощь детей. И только плотно сбившиеся в отряды, сверкающие железными латами и шлемами джигиты по краям каравана, напоминали о войне. Так и дошли до удобно расположенной между холмами зеленой долины, известной как поле Аблая. Время действительно было смутное, век XVIII. С одной стороны, вечные враги джунгары, хоть и потрепанные изрядно Цинской империи, но тем не менее все еще представлявшие угрозу для казахского народа. Со стороны другой – непростое соседство. Две империи – Китай и Россия. Хан Аблай в возрасте 20 лет в 1733 году был направлен сюда, в Кокшетау, именно править Кокшетауским регионом, чтобы укрепить северные и восточные границы. О кочевании же свое Аблай-Султан имеет при урочищах реки Колчаклы из донесений российских офицеров вторая половина XVIII века. Колчаклы – это похоже искаженное название реки Кылшакты, что, вытекая из озера Шортанколь, наполняло водою озера другие – Копа и Чаглы. Говорят, в те далекие времена была река многоводна, по ней даже сплавлялись.